вечер. Я недавно опубликовала несколько историй и даже сделала отдельную публикацию по поводу участия Томаза Ивановича Кецба в республиканской общественной организации «Новый курс», которая была создана еще в 2023 году, но, я так понимаю, сейчас начинает свою активную деятельность. И там указано о том, что вот активными основной костяк, и начинается этот основной костяк участников с имени Томаза Ивановича Кецба. Это тот человек, который является еще и по совместительству членом Общественной палаты, и заместителем председателя палаты адвокатов. Именно тем человеком, который дал отвратительный ответ, буквально вот меня ознакомили с ним 7 июля 2026 года, где Томаз Иванович Кецба ничего умнее не придумал, как аргументировать произвол, который совершила Зонтария, сообщив мне о том, что от моего имени не будут приниматься документы более в палате адвокатов, в канцелярии палаты адвокатов. И вот Томаз Иванович Кецба ничего умнее не придумал, как дать еще худший ответ с еще худшими действиями, где он рассказывает о том, что будет происходить с моими документами. С моими документами Томаз Иванович Кецба написал, что они будут утилизироваться без рассмотрения. Это вот этот человек, который декларирует, ну так, являясь активным участником, основным костяком, да, новой вот этой организации «Новый курс», где указывает о том, что эффективное развитие абхазского государства напрямую зависит от последовательных, взвешенных, от последовательного, взвешенного и благоразумного подхода в разных направлениях жизни, основанных на справедливых и понятных правилах и порядках для каждого гражданина без исключения. Вот мне ваши порядки и ваши правила, которые вы установили в палате адвокатов совсем недавно, вот мне они непонятны. Мне непонятны ваши правила о том, что вы выборочно принимаете документы от кого-то, вы хотите их утилизировать будете, вы хотите рассматривать будете незаконные жалобы на угодных вам адвокатов и на неугодных вам адвокатов. Эти игры, которые декларирует, по крайней мере, Томаз Иванович Кецба в палате адвокатов, вот мне непонятно. Поэтому я говорю, я против лицемерия, против открытого, откровенного лицемерия. И я буду с этим лицемерием вот бороться хотя бы вот так в средствах массы, вот в социальных сетях. Поэтому никто мне не... Вы знаете, в последнее время, вот после того, как я эту публикацию опубликовала свою, где я комментирую, критикую, вот ее я назвала определенным именем, но сейчас я назвать ее не буду в сети. Эту собаку, как я ее называю. Вот. И мне пишут, говорят, мы знаем Томаза Ивановича, он такой документ составить не мог. А мне, честно, объективно все равно. Я тоже так думаю, что это не он готовил документ, он всего лишь подписал. Так по мне вообще уровень его ответственности не уменьшается. Готовил ли он этот грязный документ, где он указывает, что будут утилизироваться все документы от моего имени. Либо он просто подписал. Я считаю, что мужчина в возрасте 60+, который себя пытается активно показывать на арене общественно-политической жизни, он обязан иметь свою вескую позицию по определенным вопросам. И на чьи-то уговоры, и на чьи-то просьбы не подписываться. Поэтому сам он составил этот документ. Его попросили его подписать, поставить подпись. При любых обстоятельствах ответственность с этого человека не снимается. Вот теперь, так как общественная организация «Новый курс» все-таки намерен вот свою деятельность основывать на вот справедливых и понятных правилах и порядках для каждого гражданина во всех направлениях жизни граждан, вот я обращусь в республиканскую общественную организацию «Новый курс» и попрошу откомментировать позицию Кецба на обращение граждан, которые Кецба даже не удосужился указать там гражданке Габилае Инге Генуевне. Вот он ограничился указанием ГР, Габилая и Г. Ну, это говорит в целом о ненависти того человека, который готовил этот документ. Не более того. Не верю я. Добрый вечер.